Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире «Утро Калмыкии» и с вами я, Эльвик Якшаев. Утреннюю гимнастику можно делать независимо от возраста и физической подготовки. Выбор упражнений будет зависеть от предыдущего опыта занятий и физической формы на данный момент времени, от простых до более сложных. Зарядку можно делать сразу после пробуждения натощак. Допускается выпить немного воды. Выбирая упражнения, старайтесь задействовать все тело. Обычно стандартный комплекс утренней гимнастики рассчитан на разные группы мышц – руки, ноги, корпус, а также упражнения для головы, шеи и плеч, что особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни. Наши фитнес-тренеры подготовили как раз подходящую утреннюю разминку. Смотрим и присоединяемся. Всем здравствуйте! Меня зовут Кермен. Меня зовут Дима. Мы любители йоги. Дима занимается сколько? 1,5 года. Я уже влюбилась с первого взгляда. Это было в 2005 году. Так что вот. Мы сейчас покажем Сурья Намаскар. Это приветствие солнцу. Пожалуйста. Сейчас мы принимаем позу горы. Это плечи назад, вниз. Хорошо, живот в тонусе. Копчик подворачиваем немножко на себя. Стопы, колени, все собрано. Руки внизу. Макушкой тянемся наверх, высоко. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох, раскрыли грудь и правой ногой шагаем. Левая, планка, чатуранга. Собака мордой вверх. Продышали здесь, 2 дыхания. Вдох, правая наверх, выдох к себе, хорошо, левая к себе, выдох, вдох, руки наверх, выдох, хорошо, вдох. Выдох. Вдох. Левая. Правая. Планка. Чатуранга. Собака. Левая нога наверх. Хорошо. Вдох. И выдох. Ом. Хорошо, занимайтесь йогой, практикуйте йогу. Дима? Практикуйте йогу, растягивайтесь по утрам. Будьте здоровы. Французские тосты – классическое блюдо из хлеба, который пропитывают смесью яиц и молока, а затем обжаривают в сливочном масле. Но география французских тостов настолько широкая и захватывающая, что по мере путешествия классического французского рецепта по планете вполне можно выучить пути странствования французской нации по миру, миграцию ее кулинарных вкусов и предпочтений. Во французском Квебеке, Канада, например, французские тосты называют золотистым хлебом и традиционно подают с кленовым сиропом. Встречаются и другие не менее колоритные названия этого блюда.
Хлеб с яйцами, тост из Бомбея, немецкий тост, цыганский тост, бедные рыцари Виндзора и Ториха. А как приготовить это блюдо оригинально, смотрите прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем с вами готовить французские тосты. Для приготовления тостов нам понадобится французский хлеб, 3 яйца, молоко, корица, сахар, сливочное масло и будем делать сироп из клубники. Для этого нам понадобится сама клубника, сливочное масло и сахар. Мы разбили 3 яйца. Сейчас мы их взбиваем и добавим сахар. Сначала взбиваем яйца. Сейчас добавим сахар. Так, я добавляю прям побольше. Я добавила 6 чайных ложек сахара. Теперь добавим корицу. Помните наши любимые гренки с детства, яйцо и что там, молоко и сахар? А это такая версия французская. Обязательно должно быть присутствие корицы и цедра апельсина. Берем апельсин. Нам понадобится от апельсина только цедра, кожица. Натираем на терке. Мы добавили цедру, теперь мы ее перемешиваем. Аромат апельсина на всю кухню, волшебный. Так, и добавим молока. Молоко у нас здесь 300 мл, я думаю 250 мл будет достаточно. Но все зависит от того, сколько вы будете делать тостов. Если много, то побольше. Перемешиваем. Все. Сейчас мы будем разрезать наш хлеб на ломтики. Сейчас покажу, какой толщины должны быть наши кусочки. Ну, думаю, примерно вот так. Так, где-то 3 сантиметра. На самом деле можно какими угодно кусочками резать, лишь бы вам было вкусно, красиво. Мы разрезали наш хлеб. И на разогретую сковороду добавим сливочного масла. Масло мы убираем. Берем нашу красивую смесь и обмакиваем каждый кусочек в смеси. Так, можно это сделать вот так. Выкладываем. Ой, как вкусно пахнет корицей. Выкладываем, обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки. Обжарили наши тосты с обеих сторон до золотистой корочки и выкладываем на тарелку. Ну что, наши гренки готовы, и теперь мы будем готовить сироп. Для сиропа нам понадобится клубника, и клубнику мы будем сейчас разрезать вдоль. Вот таким образом. Можно даже вот так. Для приготовления сиропа нам понадобится сотейник, сливочное масло, сахар и клубника. Вы можете использовать также тростниковый сахар. Добавим сливочное масло, растопим его.
Пламя нужно немножечко уменьшить на медленном огне. Будем готовить на медленном огне. Сейчас растопим масло. Добавим сахар. И быстренько перемешиваем, чтобы сахар не пригорел. Растопили сливочное масло, добавили сахар и теперь добавляем клубнику. После того, как добавили клубнику, можно немножечко пламя увеличить. Пусть это будет средний огонь. И все хорошенько перемешиваем. Постепенно наш сироп приобретает цвет. Вот такой красивый получается сироп. И до какого момента мы это все готовим, сейчас скажу. Клубника у нас не должна разваливаться. Мы, главное, растопили с вами сахар. И клубничка должна стать такой карамелизированной. Вот. И можно будет выключать и подавать на стол. Добавляем клубнику к нашим гренкам. И посмотрите, какое красивое блюдо у нас с вами получилось. Ваши домашние будут в восторге. Всем приятного аппетита! Друзья, «Утро Калмыкии» продолжает свое вещание, и уже традиционно следующая рубрика специально для вас, милые дамы. Доброе утро! Сегодня я расскажу вам, как при помощи одного косметического средства освежить макияж. Я говорю о румянах, они должны быть либо персикового, либо нежно-розового цвета. Здесь я использую румяна с легким шиммером, потому что у нас очень юная девочка, и мне хочется сделать ей легкую светящуюся кожу. Набираем на кисть с натуральным ворсом и наносим легкими движениями на яблочки щек. Они мягко должны зайти либо в коррекцию, либо в шиммерный бронзатор. Самое главное — не переборщить. Также эти румяна можно нанести на подвижное веко, в подбровную часть глаз. Это делается для того, чтобы создать освежающий взгляд. Глазки открой. Продублируем румяшки на кончик подбородка и носика. Все это в совокупности даст нам сияющее, здоровое свечение кожи. Посмотрите, как преобразилось лицо. Я и моя модель Кристина желаем вам свежих макияжей каждый день. Всем доброе утро, меня зовут Айсай, и я стилист по волосам. Сегодня я вам покажу, как на наши волосы сделать небольшой объемчик и уложить челку. Для этого я беру пудру для волос и расческу тоненькую. Выделяю те места, где я буду делать объемчик. Выделяю прядки и наношу пудру для объема. Делаю небольшой начес.
Пудру можно купить в любом профессиональном магазине и даже непрофессиональном. Ценовая категория зависит от вашего кошелька. Нанесли до нужного нам объемчика. Теперь я беру утюжок и захватываю нашу челочку и провожу назад. Вот так вот мы подкрутили нашу челку и сделали небольшой объем. Вот такой объем у нас получился. Будьте красивы каждый день. Завтра, 12 июня, важный государственный праздник Российской Федерации – День России. Именно 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны Российская Федерация – Россия. Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии Российской Федерации, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России. В Калмыкии в этот день стартует международный фестиваль «Дружба народов» с участием артистов из Донецкой Народной Республики, Ставропольского края и Якутии. Инициатором фестиваля выступил Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты», которому в этом году исполняется 30 лет со дня основания. Такое большое мероприятие еще не проводилось, тем более город не проводился, Министерством культуры не проводили еще вот такого. Хотя у нас были фестивали, связанные с нашими праздниками, там, как тюльпаны там проводили тоже в этом году. Да. Но вот именно вот такого, чисто такого творческих коллективов не было, это впервые у нас. Но получилось что это получилось, как это. Вот. Дело в том, что в прошлом году где-то в декабре месяце мне написали якуты, чтобы если мы бы приехали летом, поработали концерт дружбы. Я сказал, хорошо, вот, приезжайте, там подумаем, посмотрим. Вот, в январе тоже в 10 числах, по-моему, написали донбассовцы, коллектив Донбасса. И такое большое письмо, и пишут там, чтобы нам войти в культуру России, нашей республики, Донбасс. Но это была очень важная, скажем, фраза, которая
так скажем, намекнула или толкнула к тому, что провести такой фестиваль. Я ему сказал: давайте, ребята, у нас уже 3 коллектива, это уже из рамки концерта «Дружба» выходит, проведем фестиваль. Они согласились. А потом, услышав, что мы проводим, Ставропольский коллектив тоже позвонил мне, но они меня знают. Вот. И примкнули к нам. Я сказал: хорошо, давайте. Вот. Потом думаю, как же провести такое большое мероприятие. Вот. Обратился в мэрию, город так охотно согласился. Они говорят: когда проведем? Есть День города, есть День республики, есть День России. Я говорю: давайте День России проведем. Ну вот. И от этого и пошло, и поехало. Все мы с этим согласились. И вот уже последние штрихи мы наводим по сценариям, по подготовке и по всем позициям. И потом пришла мысль провести еще детский фестиваль, потому что 12 числа, 11 не работают концерты, спектакли работают, концерты Донбасса работают в Национальном театре, ставропольчане работают в Троицком, а якуты будут работать в Доме детского творчества. Вот. А 12 утром свободное. Я так подумал, что, как обычно бывает на фестивалях, должны быть встреча с городом, с мэром города, с Министерством культуры. Вот. И отвели этот день на встречу, на экскурсию и так далее. Вот. В это время провести детский фестиваль днем 12 числа. Вот. И вот пришли все руководители ко мне здесь, все были согласны, рады, что можно такой фестиваль сделать. Ну вот так пошло-поехало. Сейчас идут репетиции ежедневные, более 300 человек детей. Вот. И старшие коллективы готовы. Только что недавно Николай Николаевич звонил из Донбасса. Это заместитель директора Донбасса. Вчера звонили со Ставрополя. И позавчера написали якуты. Они сегодня прилетают в Минводы. И там встречает наш водитель. Машина ушла. И оттуда сегодня к вечеру уже привезут. Так что уже идет, уже к финишу идет, так скажем, да, к открытию продвигается. И с завтрашнего дня начнется здесь вот такая, скажем, ну, катавасия это грубо, такое движение, такое мощное движение. Вот. А послезавтра, конечно, нас увидят наши зрители этих гостей наших. И, естественно, мы будем там, и дети будут с утра. И 12 числа день, полностью день будет занят на этой площадке. Скажите, вот для калмыцких коллективов какую роль играет этот фестиваль? Очень важно. Если, скажем, за год, если знали, скажем, будет такой фестиваль, то коллективы, зная это, они будут готовиться. И потом они будут узнавать, какой коллектив что готовит, чтобы повтора не было. Если будет повтор, не возьмут. Вот, и вот это такой творческий будет такой процесс, творческий такой поиски будет, вот такие. Вот. И для детского коллектива, ну и для взрослых тоже это будет. Если, скажем, в следующем году встречаться нам, то мы будем думать о чем-то уже другом. То же самое мы в Крыме работали, 2 номерами. А в этом году будем работать уже другим 2 номерами, уже не повторяться.
Так что вот такой процесс творческий будет идти. И это очень важно. И они восприняли, руководитель очень приветствует это. Так что вот так сейчас в процессе идем к Это первый финишу. фестиваль, правильно? Первый. Первый фестиваль «Дружбы народов». Да. Ну, я надеюсь, что он станет традиционным. Я тоже думаю. И, скорее всего, он будет ежегодным, да? Ежегодно, наверное, быстрее всего будет, наверное. Вот. Дело в том, что на следующий год мэр города хочет, как я уже сказал, провести международный фестиваль. Они даже интересовались, кого бы я мог пригласить. Я уже написал Аргентину. Аргентинцы говорят: о, мы могли бы приехать в Россию, не были. Но вот только сейчас, говорят, этот коронавирус пляшет. В этом году просто не получится. Но поживем, увидим, говорят. Написал своим друзьям Монголию, солистам, певцам с оперного театра. Они уже раз были в 2014 году. И вот они тоже. Мы приедем. Но они приедут на наш юбилей. Юбилей Айратов. В этом году юбилей 30 лет. И в рамках и этот фестиваль проводится. Будет конкурс калмыцкого танца будет. Приезжие иногородние будут тоже танцевать калмыцкие танцы. Мы отправим их отдельные элементы. У нас 3 абсолютно разные 3 танца. Вот это очень мало у кого есть такие танцы разные. И вот элементы мы отправим по коллективам, и они на основе этих элементов они могут поставить танцы. Вот. Танцуют калмыцкий танец уже некоторые давно. Учась я там показывал калмыцкие танцы студентам. Вот. По просьбе педагога я показывал отдельные элементы, кусочки. Вот они уехали домой, делали Липецк, танцевал. Вот на Урале танцевали тоже. Сейчас танцуют ульянусы, тоже танцуют. Ну или ульянусы мы поехали, поставили. Они просили давно, поехали, поставили и поехали. Так что вот такой насыщенный год будет. Но юбилей не только в Элисте будем делать, если получится, будем делать в Москве. Вот такие планы наши. Доброе утро, Калмыкия! Приглашаю вас на фестиваль 12 числа. Утром начинается детский первый фестиваль. С 11 часов проходить будет. А вечером уже с 19 часов начинается фестиваль старших коллективов, приглашенных коллективов из Донбасса, Ставрополя, Якутии. Ну и мы будем на этом концерте. И этот концерт, я надеюсь, вам очень понравится. Мы делаем специально, чтобы вас порадовать. Приходите. Артисты активно готовятся к выступлениям. По словам художественных руководителей танцевальных коллективов, будет много интересных и новых номеров.
Например, Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» покажет новую постановку Владимира Надбитова «Улан-Зала». С этим же номером ансамбль выступит 16 июня в Ярославле на конкурсе имени Юрия Григоровича. Также зрителей ждет сюрприз – хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь», поставленная в 1907 году Михаилом Фокиным для балерины Анны Павловой. Впервые в мире это произведение будет исполняться на калмыцком народном инструменте мёрн-хуры.
Откроют фестиваль лучшие детские коллективы Калмыкии с массовым флешмобом, где примут участие более 400 детей. Эстафету подхватит гала-концерт фестиваля «Дружба народов» с участием гостей и профессиональных творческих коллективов Калмыкии. Все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Уже, наверное, неделю мы готовимся к большому мероприятию, которое пройдет у нас в Элисте впервые, в котором примут участие огромное количество коллективов, детских коллективов, и в том числе и мой клуб «Империя Дэнс». Подготовка идет полным ходом. Мы все очень переживаем, все волнуемся. Принимают детки от 3 лет до 18. Каждый исполняет свое действие. Кто-то бежит шариками, кто-то делает какие-то фигуры, кто-то пытается прибежать первым, как на вчерашней репетиции это было. Кто-то ответственно выносит флаги. У каждого есть свое задание. Ну, я думаю, что вот сегодня у нас день отдыха, и 12 числа на День России, я думаю, что мы покажем весь материал, который подготовили, который будет яркий, интересный для нашего зрителя, для родителей в первую очередь. Ну и не подведем наши коллективы, наших руководителей, тех людей, которые взялись за это дело и ответственно сейчас готовятся во всех залах нашего города. Я считаю, что этот фестиваль, он необходим. Хорошо, что он есть, что он зарождается в нашем городе. Почему? Потому что детей очень много. Это идет дисциплинирование детей к тому, что начиная с формы, мы все должны быть одинаковые, заканчивая тем, что каждый ребенок вкладывает свою ответственность, поскольку руководитель назначает прийти, дисциплинирует некоторых родителей. То есть нам это необходимо после пандемии, так сказать, да, после этого года. Ну и развитие детей в танцевальном направлении, оно необходимо. Потому что многие дети ходят заниматься разными направлениями, но, как показывает практика на сегодняшний день при подготовке этого фестиваля, независимо от того, каким направлением мы занимаемся, спортивные бальные танцы, народные танцы, или же это хип-хоп, гимнастика, этот фестиваль собрал нас всех в одно дружное
начало под названием этого фестиваля. Да? Вот, я думаю, что он необходим. Спасибо нашим руководителям, кто это все начал делать. Да. Для нашего клуба масштаб этого фестиваля он первый, потому что мы выезжаем практически на турниры отдельными группами. Участие всего клуба, всех детей, это впервые. И дети относятся очень волнительно. То есть каждый ребенок ко мне подходит и говорит, правильно ли я сделал, верно ли я пришел по времени, у меня получается лучше всех, а бантики должны быть белого цвета или желтого, а почему у нас нет футболок такого-то цвета. То есть каждый ребенок принимает очень глубокое участие, так же, как и родители. Дети очень волнуются, я тоже очень волнуюсь, но я думаю, что все получится. На календаре 11 июня, пятница. Кто же в этот прекрасный день в числе именинников, узнаем в нашей традиционной рубрике «Музыкальный привет». Доброе утро, друзья! Как и обещала, я, Вероника Колесник, встречаю это утро с вами. А встречаю его, потому что у нас каждый день есть виновники торжественных событий. И сегодня к тому же пятница. И все в предвкушении выходных. Не буду затягивать время, а перейду сразу к поздравлениям. Сегодня 17 лет исполняется Дорж Церн Церенову. С днем рождения его поздравляют родители Ава и Эджи. 17 лет – это вершина юности, хрупкий возраст между детством и взрослой жизнью. Пусть же твоя жизнь в этот год будет настолько прекрасной и сияющей, что затмит звезды. А в будущем, которое принесет успех и исполнение желаний, ты сможешь с ностальгией вспоминать свои 17 лет. С днем рождения! Всего тебе того, что желаешь себе и хочешь увидеть и узнать. И для тебя звучит наш первый музыкальный подарок.
еще одна именинница сегодня будет праздновать свой день рождения. Виктория Павловна Солодкая. С именинами вас поздравляют близкие друзья и передают вам слова признательности. Ты сейчас сочетаешь в себе молодость и мудрость, серьезность и озорство. Пусть всегда твоя жизнь будет также наполнена счастьем, любовью и яркими впечатлениями. Желаем тебе здоровья, удачи, хорошего настроения, улыбок и благополучия. С днем рождения! Для вас, дорогая Виктория Павловна, звучит музыкальное поздравление. Это были поздравления от вас, дорогие телезрители. Присылайте ваши комплименты, пожелания к нам в редакцию. Адрес электронной почты вы видите на своих экранах, и мы непременно покажем его в эфире нашей передачи. Это будет оригинальным и неожиданным подарком. На этом я с вами прощаюсь и желаю всем незабываемых, красивых, вкусных и счастливых летних выходных. Пока, до понедельника. Сегодня 11 июня, второй лунный день. В этот день человек, конкретизируя свои желания и возможности, создает свою судьбу. Поэтому важно сделать правильный выбор, что вы хотите видеть в своей судьбе, а что нет. Следует серьезно отнестись к документам, заключению договоров, знакомствам, покупкам и предложениям. В эти сутки желательно избегать конфликтов и бурных вспышек эмоций. А у меня на этом все. Всем отличной пятницы и хороших выходных. Всем пока!